Как выиграть битву за урожай? Какие методы использовать, чтобы фермерское хозяйство процветало? Как повысить финансовую грамотность? Пройти обучение в школе фермера могут как главы крестьянско-фермерских хозяйств, так и жители, ведущие личное подсобное хозяйство. Нет никаких возрастных ограничений. Любой житель республики, независимо от того, является он юридическим лицом или не является, может подать заявку для участия в этом конкурсе. И если комиссия решит, что он может принять участие, он получит возможность бесплатно пройти обучение. Получение аграриями всех необходимых знаний и навыков для создания и развития собственного бизнеса на селе. Слушатели, которые пройдут предварительный отбор, будут обучаться по одному из 3 направлений подготовки в области животноводства, молочного скотоводства, растениеводства по направлению садоводства и в сегменте овощеводства по направлению тепличное хозяйство. Обучение, как я сказал, будет проводиться по 2 направлениям: агрономия и зоотехния. Но помимо этого, при обучении они также получат знания не только по этим узким направлениям, также по общим направлениям, как развивать свой бизнес, какие направления выбрать, как планировать работу и все, что с этим связано. Занятия в школе фермера будут проходить очно и онлайн. Набор для участия в программе стартовал 5 августа и продлится до 2 сентября. За 2,5 месяца преподаватели Ингушского госуниверситета прочтут курс лекций и познакомят слушателей с работой ведущих агропредприятий региона. Разработали рабочие программы дисциплин, определили профессорско-преподавательский состав. Благо он у нас очень опытный, высококвалифицированный. Это профессоры, доктора наук, кандидаты наук. Программа сама рассчитана на 256 часов. Они конкретно подразделяются. 150 часов – это теоретическая подготовка, 100 часов – это практические занятия. И 6 часов отводится на итоговую аттестацию выпускников. Начав курс в сентябре, уже в декабре студенты будут защищать бизнес-проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы. Они получат самые передовые знания, новые технологии. Кроме всего, что мы их в аудиториях будем учить, мы их будем возить на передовые предприятия республики. Это все для них бесплатно. И если кто-то из фермеров разработает бизнес-план, по-другому он называется стартап, есть специальная экспертная комиссия, которая оценит, этот стартап может быть внедрен. И мы всю работу сопровождаем. Школа фермера – федеральный образовательный проект Россельхозбанка, реализуемый с 2020 года на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Россельхозбанк запускает 10-й поток обучения в школе в разных регионах страны. Проект уже охватил 66 субъектов России. Мы планируем набрать более 20 студентов по 2 направлениям – это агрономия и зоотехния. Конкурс у нас продлится до 2 сентября. В рамках данного проекта могут подать заявки бывшие участники СВО. Данная категория людей будет проходить без отбора конкурсной комиссии. Это люди, которым хотелось бы заняться фермерским хозяйством, ведением подсобного хозяйства и так далее. Подготовить и подать заявку для обучения в школе помогут в региональном Минсельхозе. Также можно сделать это онлайн на сайте «Свое фермерство». Дополнительные подробности можно получить и на сайте министерства. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.